Всем привет! Вы на канале Illumination. Сегодня расскажу, как играть в 101. 101 это карточная игра, которая популярна в России. В игре используются колоды из 36 карт. Старшинство карт: шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама, король, туз. Играют вдвоем, троем, четвером. И когда играют четвером, можно играть командами на двоих. И цель игры — заставить своих противников набрать 101 очко. Игрок, который не набирает 101 очко, выигрывает, а все остальные, которые набрали 101 очко, проигрывают. Раздача всем раздается по 4 карты по одной за раз. А еще я буду играть вдвоем. Не обращайте внимания, что у нас карта открыта. А в настоящей игре все игроки карты свои не показывают, просто для демонстрации это делают. Да, раздающий в первом раунде определяется жребием, а в следующих раундах раздающим является игрок, который идет следующим по часовой стрелке. Так, раздается по одной карте за раз, и раздающий свою последнюю карту, он ее сразу выкладывает на стол, и с ним он кладет остаток колоды. Это первый ход. И после раздачи начинается ход игры. Первый ход раздающий, он уже выкладывает одну карту на стол. Его противники должны, ходить картами. У них должны выкладывать карту вот сюда. И, карты должны, у карт должна соответствовать либо масть, либо достоинство с картой, которая находится на столе, самой верхней. То есть Димону нужно положить туза или пиковую карту. У него не есть, так что он ими ходит. Может ими сходить. И, игроки, они так ходят. Еще если у игрока нет карт подходящих, то он берет одну карту из колоды. Если она не подходит, то он пропускает ход. Игроки так ходят до тех пор, пока один игрок не избавится от всех своих карт. После этого раунд заканчивается и начинается подсчет очков, про который скажу чуть позже. Ну а сейчас я вам расскажу про спецкарты. Что такое спецкарты? Спецкарты — это особенные карты. При их выкладывании игрок, который ходит следующим, должен действовать по-другому. Итак, начну с шестерки. Когда ее выкладывает игрок, следующий игрок должен выкладывать... Он должен брать одну карту и пропускать ход. И это все, что делает шестерка. Затем идет семерка. Семерка делает то же самое, что и шестерка, но игрок уже берет две карты. Он пропускает ход. Затем идет восьмерка. Когда игрок, который положил эту карту, обязан покрыть ее. То есть он ходит с тех пор, пока не положит. Пока не покроет свою восьмерку другой восьмерки, потом опять там надо покрывать мастью восьмерки или мастью восьмерки. И если карт подходящих нет, то тогда игрок берет карты до тех пор, пока не покроет восьмерку. И еще девятка, десятка не являются спецкартами, они просто обычные карты. То же самое касается всех королей, кроме пикового. Пиковый король, он, когда его ложит игрок, следующий игрок должен брать 4 карты и пропускать ход.
Затем идет туз. Когда его ложит игрок, следующий игрок пропускает ход. Ну и, наконец, дама. Она в этой игре является козырем, поэтому ее можно вкладывать на любую карту в любое время, даже если есть подходящая карта. После того, как ее укладывает игрок, который ее положил, должен выбрать одну из 4 мастей. После выбора следующий игрок должен выкладывать карту той же масти, которую сказал игрок, который положил даму. А еще даму можно заменить валетом, то есть выбор масти уже будет осуществляться не дамой, а валетом. Итак, это были спецкарты. Теперь я вам расскажу про подсчет очков. Сейчас это уберу все это, чтобы не мешалось. Короче, очки считаются таким образом. Короче, после того, как игрок избавляется от карт и заканчивается раунд, начинается подсчет очков. Игроки получают очки за каждую карту в руке. И сколько очков дают карты. Короче, все цифровые карты дают карты в соответствии с их номиналом. То есть там шестерка дает 6 очков, семерка 7, восьмерка 8 и так далее. Валет дает 2 очка, дама 3, король 4 и туз дает 11. И еще, если игрок закончит раунд дамой, то он получит минус 20 очков. А если это была пиковая дама, то он получит минус 40 очков. И еще игроки получают 20 очков за каждую даму в руке. Если там было и за каждую пиковую даму игроки получают 40 очков. И еще дайте вспомнить. Еще. Помните, я вам говорил про командный, то, что когда играют 4, можно играть командой. Так вот, в таком варианте игры у команд очки общие, то есть у обоих игроков все их очки прибавляются в одну сумму. И еще. И как бы сказать. И в командном варианте есть еще пару нюансов. Первый это то, что когда напарник одного игрока избавляется от карт, напарник того игрока заменяет его, то есть ходит дважды, один раз свой ход и второй раз за своего напарника. И еще, как только игрок избавляется от карты, раунд не заканчивается. Раунд закончится только если вся команда избавится от карт. Но можно играть и без этих нюансов. И что еще могу сказать? Думаю, мне кажется, я уже рассказал вам все про карточную игру 101. Если я что-то упустил или забыл, можете написать в комментариях. А на этом я заканчиваю видео. Я изначально хотел показать вам, как считаются очки, но я решил, что вам так все будет понятно, так что да. Всем пока. Увидимся в следующем видео.